Сегодня в видео тебя ждет десятка крутых игр для твоего телефона или планшета, которые точно заслуживают твоего внимания. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если не любишь лаги в играх, посмотрим сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Это мрачные фэнтези с подземельями, монстрами и боссами. И уже с первых минут понятно, что здесь своя логика. Атмосфера затягивает, но держит здесь не только она. Сила собирается буквально по кускам, через выбор билда, стили игры и снаряжение в бой. Локации каждый раз пересобираются, а одинаковых заходов почти не бывает. Дальше подключаются кооперативы, рейды и ПВП. И там уже одними рефлексами не обойтись. Нужно думать и подстраиваться. При этом есть и нюансы. Игра не спешит выдать все и сразу. Первое время придется вкладываться. Но если тебе нравятся такие RPG игрушки, то она точно тебе зайдет. Машину таскает в стороны и не дает продышаться. И очередной спуск заканчивается совсем не там, где планировалось. Оффроуд снов. Не притворяется, что вождение это удобно. Снег, лед, грязь. Они работают против тебя. Причем постоянно. И именно в этом ее фишка. Просто давить газ не выйдет. Нужно читать дорогу и выбирать правильно, думая наперед. У каждой машины свой характер. Например, грузовик, джип, трактор. Поведение всегда разное. Можно даже выйти, подцепить лебедку, а вид из кабины добавляет прикольного ощущения присутствия, будто ты реально сидишь за рулем, где-то в зимнем оффроуде. Игра сопротивляется и тем, кто ждет аркадного расслабона. Тут, пожалуй, будет не очень. Но если хочется прям оффроуда, который по-настоящему чувствуется, то это твоя игра. Лайт, я почти год смотрел все твои видео, и ты мне не передаешь привет. Без проблем, братишка Азамат, привет тебе. Разрушенный Нью-Йорк, вирус, хаос, улицы, поделенные между фракциями. The Division берет это за основу и переносит на наши мобилки. И в целом справляется. Укрытие, точная стрельба, работа с оружием и гаджетами здесь реально важны. Открытый мир, сюжетные миссии, лут, прокачка, кооператив и ПВП. Все это здесь есть. Ну и масштабы игры довольно большие. Честная игра требует времени. Быстрых сессий тут не бывает. Но тактического экшена такого масштаба, да еще и на наши мобилки, больше почти нет. К тому же она добралась до СНГ. К сожалению, в Россию, конечно, не заехала, но можно включить кое-какие сервисы, уже и без проблемы пинга поиграть. Пятеро прыгают с неба, парашют внизу. Кто успел, тот и выжил. На этой идее строится эта игра. И это на самом деле работает лучше, чем звучит. Пока все летят вниз, начинается воздушный бардак. Стрельба, помехи, борьба. Раунд от силы полминуты. Играешь за Смоука Уоллеса. Парень с фиолетовой кожей. Стреляет из пальцев после укуса радиоактивного дракона. Да, именно так. Еще есть воздушные потоки, боссы и испытания. Но если тебя хаос раздражает, а не веселит, игра покажется слишком случайной и рандомный. Но если хочется быстро, азартно и без лишних разговоров, дропшот — это прямо именно то, что нужно. И в целом советую поиграть. Маленький грузовичок, заснеженный горный городок, пустые трассы, с виду уютный симулятор доставки. Но игра цепляет именно тем, что под простотой постепенно нарастает что-то не то. Берешь заказ, грузишь посылку, едешь по маршруту, вкладываешься в апгрейды, ретро-графика, спокойный ритм, диалоги с местными и ощущение, что жители явно знают больше, чем говорят. Новые зоны открываются медленно, маршруты усложняются, апгрейды реально меняют проходимость. Город начинает раскрываться с более тревожной стороны. Здесь нет скорости и взрывов, зато есть очень странная атмосфера, которую хочется разгадать. Это редкий случай, когда доставка посылок открывается интереснее, чем казалось бы. Лайт, когда будет ролик с интересными играми с друзьями? Братишка, я думаю, в самое ближайшее время, поэтому подпишись на канал. И к тому же, ты можешь написать в комментариях, какой топ ты бы хотел видеть следующим на канале. Я все почитаю, посмотрю.
Здесь каждый рейд начинается с одного вопроса: насколько ты готов рискнуть? При этом это работает по злой схеме. Собираешь снаряжение, заходишь в зону, берешь контракт, сталкиваешься с ботами и живыми игроками, а потом пытаешься вынести добычу живым. Не эвакуировался, теряешь все, что принес. Это превращает даже обычную вылазку в довольно нервную игру с собственной жадностью. Всегда кажется, что можно взять чуть больше. Карты компактные, сопровождение груза, охота на боссов и куб с редким лутом. За него начинаются отдельные битвы. Между рейдами возвращаемся в реал. Крафтим, готовимся и заходим снова. Короткие сессии, где каждая ошибка реально бьет по рукам. И короче, мне понравилось. Поэтому советую поиграть. Выход 8 не пытается напугать нас каждые 10 секунд, и в этом весь страх. Нет скримеров, только одинаковые коридоры, тишина, редкие персонажи и аномалии, которые сначала кажутся мелочью, но чем дальше идешь, тем сильнее давит ощущение, что с этим местом что-то принципиально не так. Игра заставляет всматриваться в детали и сомневаться во всем, что видишь. Странные знаки, непонятные надписи, петля и почти одинаковые локации, и в какой-то момент обычный коридор становится самым неприятным местом. Тишина и реалистичная графика только усиливают это. При этом такого тихого хоррора, который так медитативно разрушает ощущение нормального, больше почти нет. Большинство выживалок дают тебе цель, а эта игрушка дает вопрос. Люди заражаются неизвестной болезнью, кто-то сходит с ума, кто-то исчезает. Связь между городами рвется, а информация обрывается ровно там, где должна была что-то объяснить. Мы оказываемся среди немногих, кто пытается не только выжить, но и понять, что вообще произошло. Игрушка держится сразу на двух вещах. Нужно искать припасы, исследовать заброшенные места, держаться среди зараженных, и при этом все время давит тайна, потому что мир не дает прямых ответов. Катастрофу приходится собирать по кускам, через улики, пустые локации, обрывки в прошлом. И скорее игрушка цепляет именно тем, чем больше узнаешь, тем страшнее то, чего еще не видел. Короче, очень прикольно, атмосферно и необычная игрулька, поэтому советую поиграть. Мафия до сих пор держит там, где большинство игр давно бы потеряли. А причина одна – это история. Обычный таксист, одна ночь, мафиозные разборки и жизнь Томми Анджело меняется безвозвратно. Дальше он шаг за шагом влезает в мир семьи Сальери, где назад к нормальному уже нет дороги. На телефоне в нее можно поиграть через эмулятор, но сам вайб и при этом то, за что ее полюбили, он оставляет. Даже наоборот, в руках оказывается почти целая криминальная драма в духе 30-х. Мафия цепляет не только перестрелками и погонями. Сильнее всего здесь работает тема власти, верности и той цены, которую платишь, когда становишься своим среди чужих правил. Атмосфера старого криминального города и история Томми. Я прям до сих пор кайфую. Если тоже хочешь погрузиться в мафию, но уже на мобилке, то сейчас самое время. На первом месте Borderlands Mobile. И здесь главный плюс в том, что это не просто попытка перекинуть знакомое имя на телефон, а полноценный заход на мобильную Пандору, за что серию вообще любят. Нам снова дают роли искателя хранилищ, а дальше все как и должно быть. Свалки, безумные бандиты, жадные корпорации и тонны оружия, которые хочется собирать без остановки. Но самое важное в другом. Разработчики отдельно упирают на то, что игру не просто сжали под смартфоны, а переработали под сенсорное устройство, что стрельба и прицеливание ощущается нормально, именно на тачскрине, без постоянного желания тянуться к геймпаду. А прокачка персонажа, смена тактики под найденный лут, сюжетные задания, отдельные испытания вроде башни ужаса, арены бойни и боссов, которые должны ощущаться по-крупному. Плюс отдельно внушает доверие то, что сама студия не стоит в стороне и консультирует целиком и полностью мобильную версию, чтобы не потерялась атмосфера, история и детали мира. Да, пока она доступна только на Apple девайсы. Обещает, что выйдет и на андроидах, поэтому как обычно ждем. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это игрушка, которую уже давно окрестили аниме GTA, которая обещается выйти уже прям в ближайшее время, а выглядит реально очень круто, и поэтому ждем. А также не забывай, что все ссылочки на игры ты найдешь в описании к видео. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.